Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфелина Алексеева в программе News on Air. Сегодня я вам расскажу то, как в 150 километрах от города можно увидеть сезонный водопад. Давайте приступим. В Хангалахском районе в селе Еланка можно наблюдать за удивительным явлением, таким как сезонный водопад. В следующем материале я подробнее расскажу, как к нему пройти. Еланка около 200 лет назад была наиважнейшим населенным пунктом. Тогда по реке Лена проходил Иркутско-почтовый тракт. Почту возили ямщики. Как раз таки они и основали эту деревню прямо на берегу, наикрасивейшее место просто на берегу реки Лены. Сейчас здесь проживает совсем мало населения, и в основном только летом зимуют буквально пару семей. Но зато ближе к 2000 годам как раз таки стал очень активно развиваться туризм. И что совсем не удивительно, потому что здесь, помимо того, что очень красивые пейзажи, можно наблюдать буквально впритык, в пару метров за таким сезонным явлением, которое очень важно для якутян, как ледоход. Вот смотрите, нам повезло сегодня наблюдать за последним днем весеннего водопада. Как нас предупредили жители, что, оказывается, этот водопад можно наблюдать всего лишь 2 недели в году. Нам очень повезло. Давайте немножко прислушаемся. Но сегодня он уже, говорят, не такой активный, но мне кажется, все равно очень красиво и зрелищно. Сейчас мы пройдем на ту сторону. Я хочу просто передать вам всю эту красоту и показать основную массу водопада. Давайте пройдем. Попросим оператора быть аккуратным. Ну что ж, я могу сказать, здесь не только красиво, но и экстремально. Экстремальный вид туризма, кстати, здесь также действует. Хангалахский район, ландшафт у него довольно скалистый, поэтому здесь обучают скалолазанию всех, даже новичков, все, кто хочет, может попробовать. Ну что ж, давайте пройдем и поищем тот самый огромный массивный поток водопада. Ну что ж, мы продолжаем преодолевать препятствия в красивейшем месте, препятствия к главной основе водопада. Можем наблюдать, что сегодня только открытие сезона, но уже встречается довольно-таки много туристов. Наверное, в кадре смотрится, как будто бы это не очень крутая гора. На самом деле, я вам скажу, она довольно-таки крутая, и нужно иметь хорошую физическую подготовку, чтобы пройти по такому крутому склону. Еще и нужно быть очень аккуратным. Ну, звук становится все громче. Мне кажется, мы уже приближаемся. Это того стоит в любом случае. Представляете, всего лишь в течение 2 недель сезонный водопад, который образуется вследствие таяния снегов. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, с какого вы района? Мы с Хангалахского улуса, здесь родные. О, нам так повезло. Расскажите, пожалуйста. То есть вы всегда видели, да, этот водопад, да, эти места? Этот водопад раньше был, и сегодня есть, но последнее время очень много внимания к этому водопаду уже произошло же. Как бы только открылось, но он был и раньше. Она всегда была. Это речки собираются и вот сюда. Это когда вот только снег теперь. тает. Ну вот, Просто этот ручей оттуда сверху идет, и вот нормально, когда снега много, очень хорошо. Вот, еще, да, обильнее? да, Обильнее, еще ага. обильнее бывает. Получается, Неделю назад обильнее было, например, 2 недели янтарь. ой. Будет существовать только активно 2 недели, Ага. ручьи уже высохнут, иссякнут, и все. Ну, вид, конечно, потрясающий. Просто как так раньше, да, вот мы не знали. Я, допустим, здесь впервые, и вот, наблюдаю за таким явлением. Это очень красиво. Если осенью еще пойдет, то оно Если замерзнет. дождей много будет, Ага. да,
Когда вот и талые воды будут идти, и заморозки вовремя уходят, тогда еще он зимний, как Водопад. бы сосульки. И сейчас Там вообще вообще красиво другая бывает вообще. красота. Там О, весной Там туда. весной обычно вот сюда люди приезжают. давайте переведем немножко дух и понаблюдаем, полюбуемся. Очень красиво. И весной, конечно, здесь скользко, там снег лежит, это другая вообще атмосфера. Катишься обратно, все равно на четверенках идешь, и там красоту эту ловишь. Красота. С детьми хорошо. весной. Да, действительно. И при этом физическая нагрузка, да, то есть Ага. и полюбоваться, и позаниматься. А так обычно мы в Абхазии даже были, да, вот такие ручьи целое лето, там зиму, там тоже бывает, но у нас явление-то кратковременное. Тем оно и ценно. Надо этим насладиться, Да, действительно. да, вовремя. А дальше там, получается, мы можем увидеть, откуда, да, это все стекает. Там сильнее поток, да? Ух ты ж, да тут не только водопад, еще вон какие скалы. Вот, собственно, за этой красотой сюда приходят люди полюбоваться. Вы только посмотрите, здесь такой прекрасный шум, воздух, прохладно, неописуемо, просто я в восторге, у меня мурашки. Вы только посмотрите, какой поток воды. И эти породы скал. Великолепно. За этим стоит приезжать всего лишь 150 километров от города Якутска. А в рамках Якутии 150 километров это очень мало. Вон, смотрите, какой поток людей. А сегодня всего лишь первый день открытия сезона туристической базы. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся завтра в это же время в эфире телеканала Якутия 24.